Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илля Мухаммад Расулуллах». Наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Дай Аллах нам увидеть эту награду на наших весах, и дай Аллах то, что мы стремимся получить полезные знания, они принесли нам пользу как в этом мире, и также в ахирате. Альхамдулилля, по милости Аллаха, мы продолжаем наш цикл лекций тафсира 30-го джуза, и сегодня, иншаллах, мы с вами поговорим о суре Гашия. Сура Гашия, то есть, которая переводится как покрывающим, покрывающая. И Аллах субханаху ва тааля, Он начинает эту суру и говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, халь атака хадithул гашия». Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем? Что же такое покрывающее? Это одно из названий судного дня. Почему? Потому что когда наступает судный день, то этот день покрывает каждого человека ужасом, страданиями и, конечно же, ожиданием, что же будет. Почему? Потому что мы знаем, когда наступит судный день, мать откажется от своего ребенка. И этот ребенок, который вот-вот только еще родился, да, он от ужасов этого дня, у него побелеют волосы. Из-за этого будет очень тяжелый и важный момент для каждого человека. И у каждого в сердце будет тревога. Из-за этого Аллах субханаху ва тааля день воскресения, судный день, именно назвал покрывающий сердца людей тревогой. Почему? Потому что человек не будет знать, что его ждет, какой его итог, результат. Почему? Потому что, альхамдулилля, мы поклоняемся Аллаху. Альхамдулилля, мы мусульмане. Но принят ли Аллах наше поклонение или нет, мы этого не знаем. Из-за этого мы стремимся, надеемся получить довольство Аллаха. И итогом, результатом именно будет судный день. Когда мы получим свою книгу, в какую руку? Это будет уже зависит от нас. Мы делаем причины, а уже результат от Аллаха. И Аллах субханаху ва тааля, Он здесь, в этой суре, нам показывает и сравнивает двух видов людей. В первых аятах Аллах субханаху ва тааля сначала нас предупреждает. Не угрожает, а именно предупреждает то, что будет с теми, кто не поклонялся, кто не подчинялся приказам Аллаха и не остерегался его запретов. И Аллах субханаху ва тааля говорит: «Вуджуху яумаидин хаши'a, амилатун насиба». Одни лица в тот день будут унижены, изнурены и утомлены. Что же это обозначает? То есть те люди, которым Аллах субханаху ва тааля дал жизнь, дал пропитание, блага, имущество, разум и дал ему откровение, знамение, показал все это,
И человек из-за своих стремлений к этому мирскому миру и то, что он был высокомерным, больше проявлял любовь к этому миру, в тот день он будет униженным. Он будет изнуренным, и он будет утомленным. Почему? Потому что он в этом мире сколько старался, стремился достичь каких-то высот, уважения, довольства, но в итоге он ничего не достиг. И он, изможденный, уставший, и, что самое страшное, не дошел до своей цели. Почему? Потому что целью человека в этом мире является достичь довольства Аллаха, а не довольства кого-либо другого. Почему? Потому что всех нас и все, что окружает вокруг нас, создал кто? Создатель, Аль-Халик, Аллах Субханаху ва Тааля. Из-за этого человек, он будет унижен. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Тасла наран хамия». Они будут гореть в огне жарком. И как мы уже знаем, как пришло в хадисе от Абу Хурайры, то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: огонь, который в этом мире, это всего лишь 1/70 часть того огня, который будет в аду. И люди сказали: ну нам даже вот этого огня достаточно. Из-за этого человек должен задуматься и понять, каким же будет адский огонь, от которого он должен убегать, страшиться, переживать за себя и за свою семью. Но нет, человек об этом не задумывается. Наоборот, он стремится в этот огонь, даже тратит деньги на этом пути, покупая какие-то запрещенные вещи, совершая запрещенные вещи. Аллах Субханаху ва Тааля ему дает понять: стой, он хочет его защитить. Но нет, человек не понимает. Он стремится в этот огонь. И также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям в другом хадисе сказал: в судный день, когда человек попадет в ад, самым легким наказанием будет то, что под его стопы будут ставить уголек. Всего лишь уголек, но от которого будут кипеть мозги, как в сосуде кипит вода. Представьте себе, какие ужасные моменты ждут человека. И Аллах Субханаху ва Тааля, дав нам разум, блага, показав нам знамения, хочет нас защитить, уберечь. Но мы из-за своих страстей, из-за своей любви к этому миру не обращаем на это внимания. Не осознаем этого. И когда только настигает тот момент, когда уже все, вот тогда человек начинает осознавать, понимать, но уже поздно. Из-за этого мы
Альхамдулилля, мусульмане. И должны постоянно друг другу напоминать, говорить и, конечно же, переживать, чтобы Аллах защитил нас, огородил нас от этого жуткого места. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля, описывая обитателей ада, говорит: «Тусқа мин айнин ания». То есть их будут поить из источника кипящего. То есть когда человек, он будет страдать и будет просить помощи, то тогда ему дадут воду. Но эта вода хуже раскаленного металла, как пришло в суре Кахф в 29-м аяте. Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу, который обжигает лица. То есть представьте себе, когда он будет подводить эту воду к своему лицу, то уже лицо будет обжигать. Но он из-за жажды начнет пить эту воду, и то, что будет у него твориться внутри, то, что его желудок будет разрываться, это еще больше будет давать ему страданий. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля нас побуждает, нам напоминает, чтобы мы остерегались, уберегали себя и свои семьи, своих друзей и близких от этого наказания. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Лейса лахум таамун илля мин дари', ла юсмину ва ла югни мин джу'». И кормить только ядовитыми колючками, от которых не поправляются и которые не утоляют голода. То есть мы знаем, человек, он кушает и получает две пользы. Во-первых, он утоляет свой голод, и потом, кушая, он начинает поправляться и получать энергию, силы. Но еда тех, кто будет находиться в аду, будут не такой. Наоборот, их ждут колючки. Если посмотреть, то человек не то, что есть, он даже не может притронуться к этой колючке. Но от голода он захочет их съесть, но у него не получится. Он будет страдать, когда он будет глотать, то все у него будет разрываться. И тем самым Аллах Субханаху ва Тааля его еще больше будет давать страданий и унижений. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля, проявляя по отношению к нам любовь, сострадание, переживание, Он нам напоминает, что же ждет тех, кто не оберегал себя, тех, кто не подчинялся приказам Аллаху, и тех, кто стремился к этим мирским благам. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля, показав состояние тех, кто попадет в ад, потом он дает другое сравнение. Он показывает, а что же ждет тех, кому Аллах Субханаху ва Тааля проявил свою милость. Почему? Потому что когда Аллах Субханаху ва Тааля создал Адама алейхиссалям и приказал ангелам и Иблису совершить сажда, то тогда ангелы подчинились, но Иблис, он не подчинился. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля сказал ему то, что он
навечно войдет в ад. И тогда Иблис попросил отсрочку. Для чего? Для того, чтобы каждого человека сбить с прямого пути. И он сможет сбить всех, кроме тех, кому Аллах Субханаху ва Тааля проявит свою милость. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля в следующих аятах показывает, что же ждет обитателей рая. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вуджуху яума изин на'iма». Другие же лица в тот день, то есть в день воскресения, то есть первые были тоже в день воскресения, и эти тоже в день воскресения. Но одних ждет мучение, страдания, а других ждет, будут радостны. То есть они будут радоваться, их части тела будут светиться. Почему? Потому что лиса'иха радия, они будут довольны своими стараниями. То есть человек, верующий, который стремился не к довольству кого-либо в этом мире, не к созданию он стремился, а к Создателю. К довольству Создателя он стремился. И по милости Аллаха он достиг этого. И он будет радоваться. И его органы тела будут светиться. Как пришло в хадисе, то, что когда человек берет омовение, то вот эти части в судный день, они будут светиться и выделяться среди других. И если мусульмане, они последние, кому пришел пророк, то они будут первыми, кто войдут в рай. Из-за этого мы, когда берем омовение, молимся, мы должны понимать то, что это мы совершаем не ради, как некоторые думают, вот Аллаху это надо, или пророку это надо. Нет, это все надо нам. Это наша молитва, это наше омовение. Из этого мы, каждый из нас должен идеально совершить это. Почему? Потому что именно в судный день каждый из нас узнает, как он делал это, как качественно он это сделал, и его органы будут светиться. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля, описывая обитателей рая, говорит: «Фи джаннатин алия, ла тасмау фиха лагия». То есть люди будут в высших садах. То есть эти сады будут высокие, прекрасные, безопасные, и они не услышат там какой-либо разговора неправильного или грехного разговора или плохих слов, обидных слов по отношению к ним. Почему? Потому что в раю, где все будут радоваться, они в первую очередь будут восславлять и восхвалять Аллаха. Они будут говорить красивые слова, и человек не будет грешить. И вот тогда человек поймет то, что его старания были не напрасны. Вот он добился результата, к чему он стремился. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фиха айнун джария, фиха сурурун марфу'a, ва аквабун мавду'a, ва намарику масфуфа, ва зарабию мабthутha».
Там есть источник текущий. И мы знаем, в раю будут реки. Не только одна река, а реки, где каждая из них будет слаще другой, чище, белее. И из-за этого человек, когда он будет наслаждаться там, когда он будет находиться там, то он еще больше будет чувствовать милость Аллаха по отношению к нему. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля все это приготовил для него. И то, что он старался, то, что он терпел, может быть, в холодную погоду, когда все спали, а он просыпался, брал омовение. Может, он терпел какие-то трудности, или же, может быть, даже унижение. Но все это было не напрасно. И вот там он увидит результат своих действий. И Аллах Субханаху ва Тааля в суре Бакара говорит, то, что человек будет кушать еду, и когда принесут ему другую, он увидит то, что это подобно той, но когда он вкусит вкус этой еды, тогда он поймет, что эта еда еще слаще, еще лучше. И каждый раз будет разная еда. Почему? Потому что на сегодняшний день человек, он к чему стремится? Набить свой живот. Он стремится утолить свою жажду, свои страсти. И больше ничего. И в раю человек, он узнает, какие бывают наслаждения, какие бывают вкусы. И те вкусы, которые будут в этом мире, который мы вкушаем, то это всего лишь часть того, что будет в раю. И также Аллах Субханаху ва Тааля говорит, и людям, которые будут находиться в раю, там воздвинуты ложа, то есть это кровати, постели. И вот здесь то, что воздвинуты, это означает то, что не именно смысл, то, что они высокие. Нет. Вот иногда бывает то, что человек спит на раскладушке. Спит же он? Спит. Но кому-то совсем неудобно. А кто-то, может быть, там развалился в двухспальной кровати один, и он наслаждается этим сном. И вот здесь для человека будут уготованы такие кровати. И когда он захочет лечь, то ему именно эта кровать сразу же приблизится. И он уже не будет ощущать никаких трудностей. И также в раю будут расставлены чаши. То есть, когда человек захочет пить, то чаши будут наполнены различными напитками. И вильдану мухалладун, то есть юноши, отроки, которые будут вечно ходить и предлагать эти напитки. И человек только подумает о каком-то напитке, ему сразу же поднесут этот напиток. Или же, например, деревья, которые там будут расти. Человек о каком-либо плоде только подумает, сразу же этот плод окажется у него. Что еще надо человеку? То есть Аллах Субханаху ва Тааля, то, что Он обещает, то, что Он рассказывает, это все для нас. Для чего? С какой целью? Чтобы мы стремились
да, трудности, которые у нас бывают в этом мире, чтобы мы преодолевали их, проявляли терпение. Почему? Потому что там, иншаллах, нас ждут те наслаждения, которые человек даже не видел, не слышал, и даже он не может представить. И Аллах Субханаху ва Тааля все это обещает тому, кто проявлял усердие, тому, кто проявлял терпение, тому, кто подчинялся приказам Аллаха и остерегался Его запретов. С одной стороны, легко. Альхамдулилля, вот мы приходим в мечеть, мы молимся, кто-то постится, кто-то читает Коран, кто-то, может быть, дает садака, но мы не должны расслабляться. Почему? Потому что наш злейший враг, которому была дарована отсрочка до судного дня, он ожидает своего момента. Он ожидает, когда же этот человек оступится. А мы знаем все, каждый из нас не идеален. У каждого из нас есть свои недостатки. И вот над ними мы всегда должны работать. Просить у Аллаха, чтобы Аллах исправил нас. Просить у Аллаха, чтобы Аллах дал нам почувствовать сладость нашего поклонения. Почему? Потому что если человек один раз вкусит этот вкус, то он всегда будет стремиться к нему, желать этого. Например, человек, когда съездит в хадж или на умру, увидев Каабу, он, не замечая этого, у него на глазах начинают течь слезы. Почему? Потому что он эту Каабу видит воочию. И когда через 2 недели или через месяц он возвращается обратно, то через какое-то время, можно сказать, мгновение, он заново хочет вкусить этот вкус. И тогда он ставит себе цель. Может быть, через полгода, может быть, через год поехать туда заново, чтобы еще раз вкусить, попробовать. И он делает все причины. И как мы уже знаем, Аллах Субханаху ва Тааля дает, облегчает тому, к чему человек стремится. Из-за этого пусть Аллах примет наше поклонение, пусть Аллах простит нам наши грехи, укрепит на этом пути и убережет от тех мучений, которые Аллах Субханаху ва Тааля нас предостерегает, и воздаст нам тем наслаждением, которое Он нам обещает. Субханаллах, бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайр. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху